Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 23 по 29 марта 2020 года для близнецов. Будем делать прогноз на метафорической, цыганской колоде и на колоде Таро. Основные события на Таро. Посмотрим, что ждет близнецов на этой неделе. Основная энергия недели, основные события связаны с девяткой пентаклей. Отношения, работа, финансы. Добавим сразу карты из цыганской колоды. Это у нас 3 карты на отношения, 3 карты на работу и 3 карты на финансы. 2 карты на финансы. Итак, основная энергия недели связана с девяткой пентаклей. Карта говорит о том, что, возможно, будет получено вознаграждение за то, что было сделано раньше. Может быть, какой-то проект очень важный закончился. Это карта, когда мы довольны собой, когда нам оказывают уважение и когда нам есть куда расти дальше. Может быть, здесь мы действительно задумаемся о том, что нас ждет в будущем, куда нам направить свои усилия, как нам лучше распорядиться тем опытом, теми знаниями, которые уже есть. Да? Может быть, нужно будет переучиваться, переоформлять что-то. Может быть, здесь есть возможность получить какую-то долю из денег, вложенных ранее. Да? То есть что-то здесь связанное с деньгами, материальным положением, положением в обществе, в статусе. Да? То есть здесь вот очень важные такие могут быть моменты, темы. Кроме того, девятка пентаклей. Это Венера в Козероге астрологически, да, то есть для того, чтобы нам получить какие-то блага, заработать денег, для того, чтобы был уют и комфорт, нам нужно работать, нам нужно устойчивое положение, нам нужны какие-то достижения, да, то есть вот когда мы полностью себя ориентируем именно на карьеру и на достижения, тогда мы получаем благо, да, то есть вот эта карта нам говорит об этом. Для отношений 8 пентаклей выпадает, тоже карта, связанная с пентаклями, и для отношений, конечно же, лучше были бы чаши, но все-таки пентакли это тоже хорошо, это стабильность. Карта говорит о том, что могут исполняться какие-то важные цели и планы, связанные с деньгами, с финансовой стороной в вашей жизни. Да? Кроме того, здесь может быть, знаете, осуществление какого-то вашего желания. Допустим, для кого-то это будет связано с недвижимостью, для кого-то это будет связано, может быть, с покупками для дома, что-то красивое, допустим. Да? Но в любом случае здесь все будет нравиться, да, вот как бы неделя заряжена как раз тем, что есть какие-то приобретения, подарки, может быть, есть какие-то победы у вас, у ваших детей, у вашего партнера, и вот это все греет, да. Карта также говорит о том, что, может быть, вы до этого очень много вкладывались, трудились, может быть, допустим, вы заинтересованы в партнере, ну, вернее, в деятельности партнера, статусе партнера, либо, может быть, вы вместе работаете, зарабатываете, да, и вот у вас какие-то могут быть очень важные достижения в этом плане. Кроме того, здесь могут быть и достижения у детей, у ваших, да, и вы тоже можете этому радоваться. Здесь вот на карте у нас показана арочка такая, да, то есть карта говорит о том, что может быть то, что происходит с финансами у вас на этой неделе, с ценностями, оно может открыть для вас новое будущее. А для тех, у кого нет пока партнера, пятерка пиковая говорит о том, что просто так вам его встретить не удастся. То есть придется прикладывать усилия, если вы прям чувствуете, что вам нужен человек, и вам
ну, как-то очень тяжело находиться в одиночестве, карта говорит о том, что просто так вот по судьбе вы его не встретите, да. Либо нужно будет появляться в тех местах, где вот встречаются люди, с которыми у вас одинаковое мировоззрение, да, с которыми, может быть, вы учитесь или учились когда-то. Но в любом случае, вот карта пятерка пиковая – это работа над собой, работа над своими комплексами, над тем, что нам нужно развивать, да. То есть вот как раз вот эти все темы, они могут поспособствовать встрече. То есть если, допустим, вы идете на курсы какие-то, связанные с развитием ваших способностей, талантов, особенно интеллектуальных, вот можете встретить там человека. Если вы можете там прорабатывать как-то свои черты характера негативные, да, может быть, тоже какие-то группы по интересам, тоже там может быть встреча. Ну, в общем, когда вы работаете над собой и когда вот рядом с вами такой же человек, да, с которым у вас сходятся ну, в данный момент интересы. Вот только в таком случае встреча возможна. А так, если как бы не... Ну, если нет общения вот такого по интересам, то судьба здесь ограничивает. Для тех, у кого отношения уже есть, шестерка пиковая говорит о том, что, скорее всего, всю неделю вы будете думать только о каких-то бумагах, документах, деньгах, оформлять, может быть, какие-то сделки, либо искать какие-то разрешения государственные, может быть. Но здесь, в общем, все больше с какими-то вот чиновниками, с какими-то государственными структурами, с банками решаются вопросы и так далее. И вам как бы на личную жизнь, на чувства, конечно, времени тут не остается, да, тут только ну, успеваете решать вот эти материального характера дела. Для тех, кто в ссоре, девятка червовая, в дополнение говорит о том, что могут приходить какие-то новости о вашем партнере. Может быть, он как-то откроется с новой стороны. И эта карта также говорит о том, что отношения можно начать как бы заново. Знаете, как будто вот люди снова знакомятся, как будто они как бы все прошлое забывают, да, и начинают сначала. Но для этого тоже придется постараться. Просто так это не получится. Теперь для работы выпадает карта старшего аркана влюбленные. Придется делать какой-то очень важный выбор. Может быть, даже кто-то будет думать о перемене работы. Может быть, кто-то будет думать о повышении, может быть, кому-то должность предлагают, да. И вообще вот эта карта, она, конечно же, всегда очень трудного выбора, потому что то, что мы решаем на этой неделе, оно будет иметь последствия на всю нашу жизнь. И поэтому нужно прям несколько раз все взвесить, подумать. Эта карта также связана с образованием, да, может быть, для того, чтобы решить какие-то ваши вопросы, нужно учиться именно, либо переучиваться, допустим, на другую профессию, либо еще параллельно одним каким-то делом заниматься, допустим, выучиться, да, одновременно два дела. Либо здесь может быть вопрос, связанный как-то тоже с бумагами, с документами разрешительными, дипломами. Может быть, вот не хватает, допустим, какого-то диплома, чтобы вас повысили или чтобы решили какой-то вопрос. В общем, здесь в любом случае какой-то очень важный выбор для близнецов. Тем более эта карта, она им соответствует, да, это как раз карта у нас связана с близнецами, с третьим домом, с третьим и с седьмым тоже, да. Но седьмой здесь у нас как партнерство, да, когда мы думаем, с кем нам работать, с кем не работать, консультации, с кем проводить, с кем не проводить, да. А вот третий дом – это как раз вот наши коммуникации, это обучение и так далее. То есть вот здесь ну, звонки, бумаги, вот это все может требовать какого-то от вас выбора. Далее, для тех, кто в поиске работы, четверка червовая говорит о том, что либо вы получите предложение о работе на дому, либо это будет
просто удаленная работа, когда вы можете откуда угодно ей заниматься, либо это временное какое-то решение, вы поработаете, покажете себя, а потом, возможно, вы уже будете в непосредственном контакте с коллегами, с начальством и так далее. То есть, возможность есть здесь такая, и вот как раз решение придется принимать. Возможно, это не то, что вы хотели, но очень хороший для вас шанс. Такая стабильность может появиться у вас в жизни благодаря этому. Для тех, у кого есть работа, король червовый тоже говорит о том, что вам лучше пока что либо отдохнуть, либо нужно параллельно поработать дома. Может быть, слишком много работы, что приходится ее и прихватывать после рабочего дня, да, а может быть, вы будете принимать решение вообще перейти на удаленную какую-то работу, да, то есть, вот все что-то связано с домами, с отношениями, может быть, вообще захотите какое-то время без работы побыть, посвятить себя дому, может быть, захотите просто отдохнуть, как в отпуске, допустим, либо съездить там к родителям, еще что-то такое, да, может быть и такой вариант. Для тех, кто имеет свое дело, кто своим делом занят, здесь семерка пиковая, карта говорит о том, что нужно будет, скорее всего, делать какой-то важный выбор в смысле либо подписание договоров, либо что-то делать там с бумагами, акциями, облигациями, какие-то договоры, может быть, которые были раньше, действовали, перестанут действовать, и нужно будет что-то с этим делать, что-то решать. И вообще вот эта карта партнерства, может быть, на этой неделе будет предложение о партнерстве, либо вы сами кого-то приметите, да, подметите и захотите предложение для того, чтобы вместе работать. Но в любом случае карта говорит о том, что будут очень большие последствия от этого решения, поэтому все проверять. Кроме того, если будете заключать какие-то сделки, договоры, все проверять, могут быть ошибки в документах. Так, что еще здесь может быть? Техника, да, если вдруг приобретаете технику какую-то, тоже здесь будьте очень внимательны. Может быть, неплохо было бы получить совет специалиста. В принципе, достаточно. Для финансов девятка чаш выпадает. Карта говорит о том, что пока что у вас все есть, да, и вы, в принципе, имеете достаточно способностей, талантов, опыта для того, чтобы финансы у вас всегда были. Но карта здесь говорит о том, что все-таки, если вы остановитесь на достигнутом, то вы не увеличиваете свои финансы, а скорее всего будете преуменьшать. Да? То есть то, что вы уже умеете, оно в будущем не будет давать таких результатов, которые сейчас дает. То есть нужно обязательно здесь что-то менять, улучшать, выходить на новый уровень, заключать новые какие-то соглашения, обучаться и так далее. То есть карта для тех, кто работает, здесь вполне может быть там зарплата, либо осуществление какого-то проекта, и здесь вознаграждение может быть. Кроме того, здесь, если женщина смотрит расклад, то мужчина может принести в дом деньги хорошие. Но в любом случае, какое-то тут желание по деньгам у вас исполняется, все в порядке. Для тех, у кого свое дело, семерка бубновая говорит о том, что вы, может быть, хотите зарабатывать только самостоятельно, без других людей, без партнеров. А карты вам советуют все-таки подумать о том, чтобы с кем-то сотрудничать. Но если, допустим, вы не делите свое дело, свой бизнес с кем-то, то хотя бы нужны какие-то новые партнеры, либо люди, которые таким примерно делом занимаются, как вы, да, чтобы вы как-то объединились с ними, или, может быть, чтобы вы взяли у них какой-то совет по финансам. Но в любом случае вам нужны здесь другие люди для того, чтобы у вас все процветало. Кроме того, здесь, возможно, придется, опять же, какую-то финансовую грамотность
развивать, да, возможно, придется учиться, куда вкладывать деньги, как их использовать, на что их тратить, как их в рост пускать и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эта неделя очень для близнецов важная в этом плане. Можете очень хорошо в финансах вырасти в будущем благодаря информации, которую можете получить на этой неделе. Посмотрим, что нам скажут маг-карты. Совет на неделю для близнецов. Замечательная карта, которая говорит о том, что в ваших руках удача. Скорее всего, здесь воздействие действительно высших сил. И вот карта влюбленные тоже нам об этом говорит. Будут приходить в вашу жизнь люди, обстоятельства, ситуации, когда вы сможете реализовать себя. Может быть, даже какие-то свои способности, о которых вы даже не догадывались, вы можете вдруг начать проявлять на этой неделе, и их надо развивать. Вот смотрите, именно в ваших руках ваша удача. А руки – это то, что работает, да, то есть мы руками, как бы вы, как говорится, то есть нельзя опускать руки, нельзя там сидеть сложа руки и так далее, да, то есть нужно именно брать всю ситуацию в свои руки, брать ответственность и опираться именно на то, что в нас есть особенного, наши таланты, наш опыт, наши желания, да, и вот это может как раз нас вывести на новый уровень. Если мы этого боялись, если мы, вот 2 девятки у нас, не хотим выходить из комфортного состояния, то вот эта неделя пройдет для нас зря. То есть мы так и будем тормозить, мы так и будем как бы оставаться в этом состоянии комфорта. Вернее, может быть, оно не настолько комфортное, оно просто привычное, но мы теряем шанс тогда. То есть нужно набраться сил, набраться желания и сделать все-таки шаг в новом направлении. Друзья, желаю прекрасной недели, всего вам доброго, до новых встреч.